23-летняя Алина Кан учит всех желающих казахскому языку и ведет казахский разговорный клуб в Алматы. В чем проблема преподавания казахского языка в нашей стране? Это лично мое мнение. Если бы в школе идеально работала система преподавания казахского языка, то есть как нам дают ее в школе, все бы из нас знали казахский язык идеально, да, то есть так как мы его проходим в школе, но этого нет. Почему? То есть приведу такой простой пример. Когда ребенок приходит на этот свет, если он родился в русскоязычной семье, он разговаривает на русском. Если в казахоязычной семье, он разговаривает на казахском. И если, например, я, то есть родила ребенка, я не казашка, если он будет расти в Англии, в англоязычной среде, он будет знать английский. То есть ребенок слышит, как разговаривают. Мы же его не учим грамматике, вот, балам, здесь у нас л окончание, здесь у нас дартер, тартер. Нет, мы этому ребенка не учим. Он сначала учится разговаривать, а потом уже грамматика. И так же должно быть везде. Я считаю так. А как считаете вы? 2 года назад такого спроса на казахский язык не было. Этническая немка учит казахскому релокантов из России. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Кому сложно говорить? Так, смотрите. Бос уақытыңызда. Бос уақытыңызда. Слышите, как я говорю к и н? Бос уақытыңызда. А если бы я говорила с акцентом бос уақытыңызда, вообще по-другому, да? Вот я такое слышу, когда все повторяют, и кто-то не может. Дальше. Бос уақытыңда не істейсің? Алина Кан, этническая немка из Казахстана. Она учит всех желающих казахскому языку, ведет казахский разговорный клуб в Алматы. Алина говорит, что спрос на изучение казахского языка резко вырос. Учить казахский язык к ней приходят в том числе релоканты из России, которые уехали из страны, не желая воевать. Екі. Сегодня мы с вами научимся считать очень быстрым способом. Екі. Кто не может произносить, не стесняемся, произносим. Вы сюда пришли учиться, хорошо? Так, далее. Үш. Үш. Записываем. Төрт. Төрт. Кто торт говорит? Где-то слышится торт. Кто-то кушать хочет? Где? Кто торт говорит? Төрт. Төрт. Девушка говорит, что спрос на изучение казахского языка резко вырос после наплыва релокантов из России. Алина родилась в Алматинской области. В семье у нее все говорили на русском языке, но интерес к изучению казахского появился в детстве. После школы она поступила в Академию транспорта и коммуникации и попала в казахскую группу, где ей удалось укрепить свои знания. Алина работает репетитором по казахскому языку уже 5 лет. Последние пару месяцев она преподает в бесплатном разговорном клубе. По ее словам, клуб посещают ученики разных возрастов от 12 до 65 лет. Вам скажу пересловие. В казахском языке есть жуан и жіңішке дыбыстар. Смотрите, жуан сөз – это туз. Видите, твердое слово. И жіңішке – это мягкое слово. Например, клем. Клем – это палас, мягкое слово, да? Смотрите, если слово твердое, к нему окончание присоединяется тоже твердое. Тормон, буква «а» в казахском языке твердая. Не «ы», не русская «ы», а «э». Твердое. Тормон. Бізбен бірге